Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. Повышение зарплат. Кабмин принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений. Увеличено финансирование лечения граждан за пределами и на территории Абхазии. Механизация труда. В Галском районе за счет средств местного бюджета приобретена спецтехника. Мечты сбываются. В рамках проекта КБФ «Ашана» желание 22-летнего Даниила полетать на вертолете сбылось. «Не отнимай у себя завтра». В Сухуми прошла акция «Молодежь Абхазии против наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Кабмин принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений области здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания в 2023 году. На 30 миллионов рублей увеличено финансирование лечения граждан за пределами и на территории Республики Абхазия. Кроме того, увеличены суммы, выделенные на приобретение медицинских препаратов и передачу их государственным медучреждениям. На очередном заседании Кабмина были приняты решения по 15 вопросам. Подробнее в репортаже Гугуцы Вардания. В рамках реализации соглашения между правительствами Абхазии и России по госпрограмме социально-экономического развития на 2022-2025 годы Кабмин принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в области здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания в 2023 году. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности и количества нагрузки и может быть как выше, так и ниже целевого значения. Заработная плата каждого работника зависит, как я уже об этом сказал, от количества, допустим, к примеру, в сфере образования, количества учебной нагрузки, от часов и так далее. У нас есть детализированная расшифровка по каждому получателю этих средств. К примеру, если целевое значение установлено в среднем 23 тысячи, либо 26 тысяч рублей, а с 2023 года предлагается педагогическим 26,8, это не говорит абсолютно о том, что каждый преподаватель, каждый учитель средней школы должен получать 26 800 рублей. Дело в том, что, еще раз повторюсь, все зависит от нагрузки. У нас есть учителя, которые получают и 40 тысяч, и 45 тысяч, и 52 тысячи рублей. Это я говорю, на руки получают они. Но есть, разумеется, учителя, которые получают и 4 тысячи, и 12, и 18 тысяч. В этой связи все зависит от количества нагрузки. По аналогичной схеме будут получать зарплату сотрудники и других госучреждений, попадающих под постановление, подчеркнул Делба. Подобное решение зависит также от количества общей численности сотрудников. В этом направлении, по словам министра финансов, ведется работа. По объективной оптимизации, я именно хочу подчеркнуть слово «объективное». Дело в том, что никакого нет смысла и необходимости фактически сокращать людей, тех, которые работают, но привести их в соответствии с требованиями трудового законодательства, в соответствии с требованиями соглашения, это обязательно нужно. Поэтому я предлагаю в данном случае поддержать проект постановления, который предполагает в 2023 году с учетом того, что это постановление будет распространяться с 1 января текущего года, поддержать его для того, чтобы определить рост заработной платы, индексацию его, и после этого еще раз более предметно, детально окунуться в те сложности и проблемы, о которых я говорю. Это наличие фактического количества работников соответствующему штатному расписанию, а не наоборот, как происходит, и постоянный мониторинг за этим соблюдением требований законодательства. Вы знаете, мы дошли до такого уровня, что законодатель у нас определил
ратифицировал соглашение, в котором указано, что не выше 1,5 штатной единицы на одно лицо может занимать работник. Вот этому надо, естественно, придерживаться. Речь идет о том, что один и тот же гражданин числится в нескольких организациях или занимает несколько штатных единиц в одном учреждении. У нас же есть данные банковские, Владимир Валерьевич. Там же видно, какие бюджетники, пофамильно, да, и я в том числе, и все сидящие бюджетники, есть в этом перечне, сколько у нас карт, какие мы активные держатели карт бюджетных. 6 карт, 7 карт, 8 карт, есть рекорды, да, 9 даже. Это означает, что то или иное лицо, при всем уважении, получает 9 бюджетных зарплат. Я правильно выражаюсь, Владимир Валерьевич? Так, да, Валерий? Я там одновременно работаю в разных районах. В разных районах, да. От Гагры до Гала. Это как можно успеть обеспечить штатное расписание? Наверное, да. Правительство внесло изменения в ведомственные целевые программы Минздрава на 2023 год. Так, объем финансирования программы лечения граждан за пределами и на территории Республики Абхазия увеличен на 30 миллионов рублей и в общем составит 120 миллионов. В текущую дату по программе пролечено 559 человек. Хотел бы отметить, что данная категория граждан, которые выезжают на лечение в российские клиники Александра Золотинского, это на высокотехнологическое оперативное вмешательство. Сумма оперативных вмешательств составляет от 500 тысяч рублей в среднем. Поэтому там и коронарография, и стентирование, и другие виды оперативных вмешательств, которые не делаются на территории Республики Абхазия, но крайне необходимы нашим пациентам, которые в этом нуждаются, и они выезжают, Минздрав оказывает им содействие. По каждому больному, кто обратился с заявлением сюда, да, выписывается контрольная карточка, где отмечено фамилия, имя, отчество больного, по какому поводу обратился и куда направлен этот документ. Эти контрольные карточки по сегодняшний день не дают покоя Минздраву, Минфину, так, я говорю. Да? Вот. Естественно, уровень контроля и учета надо поднимать выше не потому, что там кому-то предъявить претензии, а для упрощения работы. Проблемой, которая сегодня остается, одна проблема. Бывает так, нередко, когда наши граждане самостоятельно выезжают на лечение за пределы Абхазии, а потом привозят нам счета за проведенные процедуры, операции в том числе. Вот тут у нас возникает частенько проблемы, да, Владимир Валерьевич, которые мы тоже стараемся преодолевать. Члены правительства приняли решение о списании многолетних насаждений цитрусовых в агрофирме «Гагрипш» и совхозе «Абхазия». 61 год этим насаждениям. Но, естественно, они биологически устарели. Другое дело, хотел бы я, прежде чем предложить вам проект, сказать, что, тем не менее, все равно наши цитрусовые насаждения и вообще субтропические культуры, они, хотя и подлежат омолаживанию, списанию через 30-40 лет, но они из-за того, что у нас нет средств проводить эти процедуры, они сегодня и плодоносят. И поэтому хотелось бы обратить внимание, чтобы те предприятия или те местные органы самоуправления, которые предлагают нам эти проекты, мы, хотя их тщательно изучаем, выезжаем вместе с кабинетом министров на эти территории и обнаруживаем, что они действительно запущены и подлежат, конечно, уже ремонту не подлежат, то есть и поэтому их списывают это 70, 80, 100% даже изреженности. Но в основном это приходит из-за того, что в свое время не было ухода за этими вот участками. На заседании Кабмина обсудили и передачу пансионата «Самшитовая роща» в ведение СГБ. Было соответствующее обращение службы государственной безопасности, учитывая ведомственную принадлежность этого объекта в советский период. Вы знаете, что этот объект именно строился для Комитета госбезопасности СССР. Вот. Было предложение передать им в оперативное управление. Такое предложение СГБ было поддержано руководством, и такое решение было принято.
Значит, вместе с тем, в данном решении не говорится о том, что договор аренды расторгнут или должен быть расторгнут. Такого пункта я там не увидел. Мы в соответствии с нашим положением передали этот объект из нашего оперативного управления государственного имущества в оперативное управление службы государственной безопасности. Далее они будут вести этот объект. Все как полагается, опись, сдал, принял, все это имеется. Все в рамках действующего законодательства. Собственник вправе государства определить, кто будет тем или иным уполномоченным органом, и который будет вести оперативное управление над этим объектом. Так же, как и над другими объектами тоже. У нас есть 117-е постановление, где республиканская собственность закреплена за разными ведомствами, начиная от госского имущества и другие министерства, ведомства, и, значит, муниципальные власти, они также имеют свои собственность в оперативном управлении. В рамках совещания затронули тему имущественного комплекса дома отдыха «Псоу», расположенного в поселке Цандрипш Гагарского района, стоимость которого Кабмин оценил в 500 миллионов рублей. Был конкурс объявлен, к сожалению, заявок не поступило. Значит, мы также сделали объявление, что прием документов прекращен в связи с тем, что срок истек. По закону там 25 дней мы должны принимать заявки. Заявок нет. Теперь, значит, есть там другая ситуация. Это мы выполняли решение суда. Понимаете? Решение суда. В соответствии с решением суда мы должны аннулировать договор аренды, который сейчас действует. Сейчас мы переходим к другому вопросу. И дальше, я думаю, что Александр Золотецкий, это очень большой объект, 13 гектаров. На берегу моря, первая полоса, и объект большой, сложный, мы должны принять управленческое решение. Мы, да, расторгнем этот договор в соответствии с требованием, значит, суда, в соответствии с судебным решением. Дальше, что нам делать с этим объектом? Будем опять на приватизацию или же найдем другую форму его использования. Вот, чтобы иметь... Цена, которую мы здесь объявили, это только начальная цена, этот объект стоит намного дороже. Такова наша позиция. Нас хотят сейчас принудить посредством неких обращений в суд там, и так далее. В суд можно обратиться. У нас есть гражданский кодекс. Есть, правда, некоторые недостатки в законодательстве об оценочной деятельности. Но, к великому сожалению, практика показывает, что многие оценочные конторы десятки раз занижают стоимость, реальную стоимость объекта. Кабинет министров принял распоряжение о проекте плана консультаций между МИДами Абхазии и России на 2023-2024 годы. Министерству экономики поручено до 15 июля разработать и представить на утверждение индикативный план социально-экономического развития для последующего составления основных характеристик бюджета следующего года. Органы управления внебюджетными фондами должны будут представить проекты бюджетов до 1 октября. Постановлением правительства имущественный комплекс зданий в городе Сухум по улице Колхозной включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. Также компании «Нерудинвест» дано право пользования участком для добычи высокотермальных подземных вод в селе Бабышира Гулрыбского района. Распоряжением Кабинета министров компания «Бырлаш-2022» предоставлен земельный участок площадью 1 гектар в городе Пицунда для строительства АЗК и объектов торгового назначения. Гугут Савардания, Джамбул Чапелия, Абхазское телевидение. Госдума ратифицировала соглашение России с Абхазией о двойном гражданстве. Документом предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны. Состоящие в гражданстве обеих сторон пользуются правами на соцобеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают.
Министр иностранных дел Инал Ардзинба прибыл в Турецкую республику, сообщает медиацентр МИД. В офисе полномочного представителя Республики Абхазия в Турции прошло совещание с участием полномочного представителя Ибрахима Авицба и председателя Федерации абхазских культурных центров Мурата Махария. Была подчеркнута важность активизации работы с соотечественниками в Турции, расширения международных контактов в Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификации информационной политики. В Анкаре Инал Ардзинба встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике Алексеем Ерховым. Дипломаты акцентировали важность реализации совместных проектов в рамках функционирования механизма координации внешнеполитической деятельности между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Инал Ардзинба также встретился с председателем партии Родины Дугу Перинчеком. В ходе встречи Дугу Перинчек заявил: наша главная общая цель – это признание государственного суверенитета Абхазии со стороны Турции. Уверяю вас, мы добьемся этого в самое ближайшее время общими усилиями. И особо подчеркнул, что 90% граждан Турции поддерживают внешнеполитический курс Российской Федерации. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Тужба обсудил повестку дня предстоящего 58-го раунда женевских дискуссий со спецпредставителями ЕС и ОБСЕ по Южному Кавказу Тайво Кларом и Виарелом Мушану, а также ООН Джихан Султаноглу. Иракли Тужба в очередной раз подчеркнул, что для абхазской стороны вопрос подписания документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией остается ключевым аспектом. Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, Иракли Тужба отметил, что она остается относительно спокойной. Однако призывы об открытии так называемого второго фронта в Абхазии вызывают обоснованное беспокойство, и к этим заявлениям в республике относятся предельно внимательно и серьезно. Проведение 58-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 11-12 июля. На территории Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба прошли совместные межведомственные учения погранотряда СГБ Абхазии и погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также специальных подразделений республики при содействии воздушных сил Минобороны. Подробнее в материале пресс-службы СГБ. 29 июня 2023 года на территории международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба состоялись межведомственные учения с участием пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия, пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Центра специального назначения СГБ Республики Абхазия, специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия, а также при содействии воздушных сил Министерства обороны Республики Абхазия. Учения направлены на организацию взаимодействия ведомств в интересах охраны и защиты государственной границы Республики Абхазия и поддержанию правопорядка на прилегающей территории контрольно-пропускного пункта «Аэропорт». Был отработан порядок совместных действий, а именно локализации конфликтной ситуации в воздушном пункте пропуска, недопущение прорыва нарушителей государственной границы. С учетом перспектив в ближайшее время реконструкции международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба соответствующими силовыми структурами, прежде всего в координации службы государственной безопасности, были произведены учения, направленные на отработку действий в случае изменения оперативной обстановки на данном контрольно-пропускном пункте. Замысел был следующим. По мере прибытия воздушного судна группой лиц злоумышленников был захвачен воздушное судно. Соответственно, поступил сигнал пограничным органам о том, что необходимо действовать по обстановке. Далее были вызваны силы Центра специального назначения Службы государственной безопасности. И далее, по мере возникновения попытки массовых беспорядков, связанных с задержанием данных преступников, были привлечены силы Министерства внутренних дел, подразделения СОМОР. Цель учений – проверка реальности плана действий по локализации конфликтных ситуаций в воздушном пункте пропуска и готовность разноведомственных сил и средств к действиям при изменении обстановки на контрольно-пропускном пункте. Хорошие показатели. Пожелаю всем успехов. Будем готовиться и далее. Конечный итог, результат – это прежде всего обеспечение безопасности наших граждан.
В Министерстве внутренних дел прошла процедура уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, хранимых в качестве вещественных доказательств по 256 уголовным производствам. О том, как прошла процедура, в репортаже пресс-службы МВД. В Министерстве внутренних дел прошла процедура уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, хранимых в качестве вещественных доказательств по 256 уголовным производствам. В данный момент нами будет уничтожено более 5 килограмм уже готовых к употреблению наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, по 256 уголовным делам. Согласно пунктам 94-96 инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения, приказом министра внутренних дел Роберта Кьют была создана специальная комиссия. В состав комиссии под председательством первого заместителя министра Руслана Ажеба включены руководители подразделений Министерства внутренних дел, экспертно-криминалистического центра, Управление по контролю за оборотом наркотиков, Управление уголовного розыска и Управление собственной безопасности МВД Абхазии. Для участия в специальной комиссии приглашены депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, представители Генеральной прокуратуры Республики, Службы государственной безопасности, Министерства здравоохранения Абхазии, Государственного комитета по экологии и охране природы, Службы судебных исполнителей и члены Общественной палаты Республики Абхазия. Членам комиссии были предоставлены сведения о наименовании и количестве, весе, объеме уничтожаемых веществ, а также о таре упаковки, в которой они хранились. Об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, исследованных в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, подлежащих уничтожению по постановлениям судов, составлен акт с прилагаемым списком наименований. Еще один материал пресс-службы МВД. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъято порядка 6 тонн несертифицированной алкогольной продукции. Проверка проводилась в Гагре и Пицунде. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъято порядка 6 тысяч литров несертифицированной алкогольной продукции. Проверка на предмет реализации несертифицированной алкогольной продукции проведена в городе Гагра и в Пицунде. В общей сложности выявлено и изъято около 6 тонн бутилированного, а также разливного вина и водки кустарного производства, различных алкогольных напитков без соответствующих документов, фасованных в разнородную тару и тару, маркированную известными брендами виноделия Абхазии. В результате исследования отобранных образцов в Государственном комитете по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявленная и изъятая алкогольная продукция признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению. Профилактические мероприятия с целью выявления продукции, не соответствующей качеству и стандартам, в частности вино-водочных изделий суррогатного и контрафактного производства, реализуемых в розничной торговле на территории городов и курортных районов республики, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно с Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору проводят систематически. Реализация продукции без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности. В Минздраве в режиме видеоконференц-связи прошло совещание по вопросам гармонизации законодательства между Абхазией и Россией в сфере здравоохранения. С абхазской стороны председательствовал министр Эдуард Будва. Российскую рабочую группу возглавляет первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Эдуард Будва и Виктор Фисенко обсудили вопрос устранения концептуальных противоречий между законом Абхазии о здравоохранении и федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в России. Также обсудили разработку и принятие Минздравом Абхазии правил определения критериев оценки качества оказания услуг медицинским организациям. В ходе совещания были подняты вопросы развития современного передового направления телемедицины. Печальная весть. На 52-м году ушел из жизни российский историк и археолог.
кавказовед, заслуженный деятель науки Абхазии, член научного общества кавказоведов России Александр Юрьевич Скаков. Александр Скаков – автор более 200 научных статей по археологии Кавказа эпохи поздней бронзы. Более 100 научных статей Скакова посвящено современной истории Кавказа. Он автор нескольких книг, многочисленных научно-популярных статей, интервью, ряда работ по культурологии. Особый вклад в дело развития абхазской археологии исследователь внес в ходе совместных абхазо-российских экспедиций Джантухский могильник, ранее античное поселение Гюенос. За годы сотрудничества с Абхазским госмузеем и его директором Аркадием Джопуа в научный оборот были введены сотни археологических предметов из металла, керамики и камня. Александр Скаков был настоящим профессионалом своего дела и большим другом Абхазии, отмечается в сообщении коллектива Абхазского государственного музея. Галский район считается одним из сельскохозяйственных центров Абхазии. Здесь много ореховых и цитрусовых плантаций. Также в больших объемах выращивают кукурузу. За счет средств местного бюджета приобретена спецтехника, которая намного облегчит труд крестьян. Все детали у Шазины Ханагуа. Для обработки сельскохозяйственных насаждений администрацией Галского района закуплены 2 мини-трактора. По словам главного агронома Галского района Лири Шони, такая техника удобна для опрыскивания, культивирования, окучивания и других видов обработки. Следует отметить, что на базе района таких мини-тракторов раньше не было. Трактора-то были МТСовские, но они все как бы на базе Беларуси, это большие трактора. Вот благодаря главе администрации района были приобретены вот эти вот трактора, что видите. Ну, один из них вот на 35 лошадиных сил, что стоит, оно было приобретено в 2022 году, в ноябре месяце. А в 2023 году было приобретено 50 лошадиных сил, вот стоит он перед вами. Буквально месяц тому назад было завезено, тоже, естественно, благодаря администрации, главе администрации нашего района. Но сейчас в данный момент мы комплектующие здесь вот навесное оборудование, но, слава богу, тоже уже вопрос решен. Вопрос, наверное, буквально дней 15 и тоже завезем, и все будет уже нормально. То есть навесным оборудованием тоже у нас проблем никаких не будет. Как рассказал журналистам главный агроном Галского района Лири Шони, один трактор был приобретен в ноябре 2022 года. Его стоимость 900 тысяч рублей. Второй трактор купили уже в 2023 году. Он мощнее и дороже. 1 миллион 690 тысяч рублей. Ну, у нас район аграрный, как вы знаете. У нас очень большое количество плантаций ореховых. И вот такие как раз трактора между рядами, это сами раз. И как бы для опрыскивания. Потом у нас район большой, кукуруза у нас до 3000 гектаров. В этом году фактически уже посев завершен. Вот надо культивировать, окучивать, обрабатывать. Так что техника точно не помешает. В день тракторы мощностью 35 и 50 лошадиных сил могут культивировать до 2,5 гектаров и опрыскивать до 4 гектаров. В Галском районе 10 гектаров земли засеяно кукурузой. Урожай с этого поля будет выделен в качестве гуманитарной помощи малоимущим семьям. Это благодаря тоже главе администрации, он помог, изыскали они средства, и вот посадили. Обрабатывать будем, естественно, мы обрабатываем. Вот сегодня трактор один из них обрабатывал эти же плантации. Вот, и даст Бог, будет урожай нормальный. Обратно же это все выделяется малоимущим. Люди обращаются, у кого-то там проблемы какие-то свои. Ну, мало ли что, у кого-то там урожай не уродился, и в таком случае администрация помогает. На базе районной машино-тракторной станции 22 единицы спецтехники. Последний раз парк обновлялся в 2018 году. Шазина Ханагуа, Сария Кварацхеля, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Верите ли вы в чудеса? Возможность исполнения желаний? Даниил Павлюк теперь верит, ведь его главная мечта исполнилась. 22-летний Даниил в рамках проекта благотворительного фонда «Ашана» загадал желание полетать на вертолете. И благодаря неравнодушным людям, готовым помочь, желание сбылось. Ведь любые чудеса, как известно, случаются именно благодаря человеческой воле.
В рамках проекта «Искусство без границ», реализуемого культурно-благотворительным фондом «Ашана» совместно с Русским драматическим театром и при информационной поддержке «Спутник Абхазия» сбылась мечта Данила Павлюка. Молодой человек загадал желание, для исполнения которого отозвались многие люди. Как рассказала мама Даниила, Галина Павлюк, однажды ему довелось полетать на самолете, и с тех пор мальчик постоянно просил маму снова подняться в небо. Вот благодаря благотворительному фонду, которые попросили написать о мечте мальчика. То есть я вспомнила, что ему очень хочется полетать вновь. И он не умеет писать. Я сама от себя левой рукой написала его мечту. И вот мы здесь. И мы очень благодарны, и мальчик очень рад, с кучей эмоций. Моя коллега, корреспондент абхазского телевидения Асида Малия, также помогла в исполнении желания Даниила. Как отмечает сама Асида, хотелось сделать что-то в действительности хорошее, подарить Даниилу момент маленького чуда, которое для большинства – обыденность, а для него – практически волшебство. Я когда узнала об этой акции, но у нас в Абхазии все намного проще. У меня есть родственник Заза Хакба, он бортовой техник. Я к нему обратилась с просьбой, объяснила, что ребенок мечтает полетать, и просто человек откликнулся, организовал все, вот к чему в настоящий момент это все привело. Скажу так, что для меня важно делать добро в меру своей возможности, в меру своей социальной ответственности, неравнодушия к людям. И когда удается сделать то, что хочется в душе, это очень приятно. Я сегодня вижу его эмоции. То, что для нас обычно, мы на вертолетах, может, несколько раз летали, для других это нечто большее. И почему бы не делать то, что мы можем, для тех, для кому это важно. Военно-воздушные силы Абхазии сразу отозвались на просьбу и решили помочь Даниилу увидеть цветущий летний Сухум с высоты птичьего полета. Мальчик вместе с мамой совершил полет на вертолете Ми-8 с молодой и хорошо подготовленной командой летчиков и технических специалистов. Обратились к нам от организации «Ашана», которая помогает детям. Мальчик, что его большая самая такая мечта – полететь на вертолете, увидеть свой город с воздуха. Еще нарисовал. В общем, на самом деле это очень трогательно было. Мы не могли отказать, ясное дело. Мы обратились к министру обороны. Он нам разрешил сделать праздник молодому человеку. Случаи разные, но вот именно такой случай это единичный. Да, вот именно что мальчик вот в таком состоянии, что обратился, да, это первый раз. Конечно, помогаем мы всегда всем, кому можем. А так вот именно вот такой случай, да, единичный. На Ми-8 экипаж один из самых подготовленных, молодых экипажей. Там командир Гунба, вот помните, вот по параду, который отличился. Второй пилот Квацба, борттехник Хакба. Вот они специально вот такой молодежный экипаж отработали. Я думаю, что все довольны. И экипаж на самом деле тоже счастливы были, что хорошее сделали. И самое главное ребенку. Французский прозаик Дени Дидро писал, что чудеса случаются там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они и случаются. Совершенно замечательно, что есть возможность доказать правдивость этого изречения. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. «Не отнимай у себя завтра, выбирай жизнь, а не наркотики». Под таким девизом в Сухуми прошла республиканская акция «Молодежь Абхазии против наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. В рамках акции прошли легкоатлетический забег, любительские соревнования по баскетболу 3х3, плаванию, настольному теннису, шахматам, шашкам, нардам, домино, также мастер-класс по стрельбе из лука. О том, как прошла акция и кто принял в ней участие, расскажет Адиса Сагария. Началась акция с соревнований по плаванию, которые прошли в Олимпийском бассейне. В турнире приняли участие 64 пловца, которые соревновались на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Всем участникам были вручены футболки и дипломы за участие. Спасибо за участие в столь значимом мероприятии. Мы вам желаем здорового образа жизни, чтобы вы всегда вели себя хорошо, не нарушали общественный порядок и чтобы всегда были здоровы.
Свыше 200 человек, от юных и именитых спортсменов и просто активных горожан до опытных марафонцев, совершили забег по набережной столицы, чтобы выразить протест против наркомании и призвать соотечественников к здоровому образу жизни. Участники забега преодолели дистанцию в 2,5 километра. Сегодня достаточно активно приняла молодежь участие. Многие именитые спортсмены абхазские находятся тут. Молодежь видит, берет пример с них. И если будут подобные акции проводиться чаще, народу будет собираться еще больше. Стартовали бегуны от начала набережной со стороны маяка и финишировали на площади у Абхазского драматического театра. Среди мужчин первым стал Денис Саманба, а среди девушек – Валерия Дмитриенко. Надо жить здоровым образом жизни, а не губить свое здоровье. Также в забеге приняли участие председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараш Хагба, начальник управления по делам молодежи и спорта Карате Киокусенкай Роберт Карапетян, обладатель титула чемпиона России во втором среднем весе Баталчежье, мастер спорта России по самбо и дзюдо и налгаделе, профессиональные боксеры Аслан Бегвава и Инвер Бзагу, балерина Кристина Чкотуа, тренеры по боксу Альберт Кардиоглы и Беслан Адлиба. Действительно, спорт – это лучшая зависимость. Акция проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения распространения наркомании среди молодежи. Помимо того, что мы занимаемся развитием профессионального спорта, наша задача еще и развивать, дать возможность людям просто заниматься спортом. Это очень важно. Сегодняшняя наша акция говорит о том, что молодежь Абхазии против наркотиков. Конечно же, мы это смотрим с хорошей стороны. Сегодня прошли несколько дисциплин. Всем участникам акции были вручены дипломы и футболки с девизом акции. Параллельно горожане и гости столицы соревновались в искусстве владения мячом. В баскетболе 3 на 3. Здесь же проходили игры по шахматам, домино, нардам и шашкам. На площади были установлены и столы для настольного тенниса. Вместе с тем в парке имени Баграта Шинкуба прошел мастер-класс по стрельбе из лука. Мероприятие посетили и приняли в ней активное участие первый вице-премьер Беслан Жопуа, советник президента Абхазии Ахра Ашуба, министр финансов Владимир Делба, заместитель министра туризма Дмитрий Зантария и двукратный чемпион мира по дзюдо Борис Богателя. В планах у организаторов акции молодежи Абхазии против наркотиков провести данное мероприятие и в других районах Абхазии. Адиса Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу, 29 июня, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 20-25. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.